Кабинет министров утвердил порядок разработки законов о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов республики на 2027 год. В частности, Министерство экономики в срок до 15 июля 2026 года должно разработать прогноз социально-экономического развития и направить его на одобрение в Кабинет министров. А Министерству финансов на основании показателей прогноза, в свою очередь, необходимо предоставить проект закона о республиканском бюджете до 1 октября. Установлены также требования для администраторов доходов, в частности, для Министерства по налогам и сборам и Государственному таможенному комитету срок до 22 августа и 15 августа соответственно представить прогнозы поступлений по тем видам доходов, которые ими администрируются. По иным администраторам доходов в срок до 10 августа необходимо будет предоставить соответствующие данные в Министерство финансов. Также до 20 августа 2026 года центральным органам госуправления и иным получателям средств республиканского бюджета необходимо будет представить проекты бюджетных смет на 2027 год. Правительство республики одобрило перечни продовольственных товаров, ввоз и реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. В перечень включены мясо и мясные продукты, рыба, молочная продукция, злаки и другие товары. Новый нормативный акт заменит общий принцип освобождения продовольственных товаров от налога на добавленную стоимость на фиксированный и юридически точный перечень. Принятие данного проекта позволит увеличить объем дополнительных доходов в бюджет от администрирования НДС до 600 миллионов рублей. В целях рационализации системы налоговых льгот проектом постановления предусматривается исключение из льготного периода перечня позиций, не относящихся к категории продуктов первой необходимости. Это деликатесы и иные специфические товары, которые не являются продуктом массового потребления в Республике Абхазия. С другой стороны, мы выравниваем условия между производителями отдельных видов товаров, в данном случае сельхозпродукции, других продовольственных товаров, которые наши предприниматели производят здесь внутри. Вот это важный аспект, на который мы обратили внимание, поэтому и предложили более детально, предметно подойти к перечню. Небольшая часть была изъята, но проанализировав со всеми заинтересованными ведомствами, установили, что то, что мы производим на территории Республики Абхазия, но в данном случае должно быть точно учтено в пользу местных производителей. Кабмин утвердил межведомственную целевую программу развития демографии на 2026 год. Межведомственной рабочей группой были рассмотрены 12 заявлений от семей, которые по объективным причинам пропустили сроки обращения за единовременной денежной выплатой. Для детей, родившихся в 2024 году, срок обращения продлевается до 1,5 лет со дня рождения ребенка, что позволит закрыть проблему обратившихся граждан. Для семей, родившихся в 2025 году, подать заявление можно было в течение 2025 и всего 2026 года. Для детей, родившихся в 2026 году, срок продлевается до конца текущего года, до 2026 года. При этом размеры выплат по каждой категории будут сохранены в соответствии с программами, действовавшими на дату рождения ребенка. Исходя из этого, размеры выплат на 2026 год составляют 100 тысяч рублей на первого и второго ребенка, 200 тысяч рублей на третьего и четвертого ребенка и 300 тысяч рублей на пятого и последующего ребенка. Также Кабмин утвердил соглашение между правительством Абхазии и правительством России о мерах по обеспечению совместной работы энергетической системы нашей страны и единой энергетической системы России. Затрагивает вопросы, связанные с регулированием поставок электроэнергии, вопросов эксплуатации объектов,
высоковольтных, по которым происходит передача электроэнергии 220 и 110 киловольт, а также создает основу для осуществления так называемого аварийного перетока в случае возникновения такой необходимости для каждой из сторон соглашения. В дополнение я бы хотел сказать, что данное соглашение, помимо тех аспектов, которые были ранее озвучены, оно также фактически устанавливает правовые основы по взаимодействию между нашими энергосистемами, что важно подчеркнуть. Далее был рассмотрен и принят вопрос о внесении изменений в закон о бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов ВОВНа на 2026 год. Общий объем расходов фонда на этот год утвержден в сумме более чем 299 миллионов рублей. Проект предусматривает увеличение расходов на 22 миллиона 52 тысячи рублей. В общем, Кабинет министров рассмотрел и утвердил 14 вопросов. Нала Чхиндерия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.